Якутская телекомпания НВК «Саха» давно перестала быть просто культурным ресурсом. Сегодня это главный рупор русской пропаганды. И страшнее всего, что рупор этот говорит на нашем якутском языке. Центральной фигурой этой пропагандистской телемашины в Якутии стал ведущий программы «Талбан» Олег Колесов, который создает видимость открытой дискуссии, но на деле формирует нужное власти мнение зрителя. Главный прием пропаганды – иллюзия массовой поддержки. В его передачах регулярно появляются эксперты, проводятся соцопросы, демонстрируются тщательно отобранные реакции зрителей. Все это создает картинку единодушия, будто народ полностью согласен с позицией ведущего. В реальности это инструмент контроля над общественным мнением. Зрители на прямых линиях не раз задавали Талбану простой вопрос: когда сами ведущие и их гости пойдут защищать Родину? В разгар мобилизации Талбан ответил: «Если придет повестка, не буду убегать, пойду». Это откровенное вранье. Таким, как Талбан, повестки не приходят. Для говорящих голов предусмотрена бронь. Они ценны как инструмент влияния. Они – бойцы информационной войны. Еще один инструмент – эмоции и страх. На вопросы жителей, почему мобилизуют молодых, а власть ничем не помогает. Талбан и его гости цинично отвечают: «А что мы можем? Сказали умри, значит умри». И тут же оправдываются: «Пока мы в составе России, ничего не поделать». На примере эфира с жительницей Татинского улуса видно, как пропаганда превращает человеческую боль в средство воздействия, навязывает нарративы беспомощности, мысли о том, что от людей ничего не зависит. В моей семье есть погибшие на СВО. Так как мы малочисленные народы, почему наши депутаты, почему наш Илдархан не защищают нас? Мы столько молодых людей потеряли, а это наше будущее. Мы теряем мужчин и молодых парней. Почему вы об этом не думаете и не говорите? Почему наши депутаты ничего не делают? Почему не делают ничего, чтобы нас, малочисленные народы, сберечь и никуда не отправлять? Все больше парней погибает. В каждой семье есть погибшие, как во времена Великой Отечественной войны. Действительно, семьям погибших очень тяжело. Мы все знаем об этом трудном положении. К сожалению, молодые парни продолжают уезжать на войну. Но мы ничего сделать не можем, пока находимся в составе России. Я думаю, что мы не можем... Мы не в том положении, когда можем отказаться от мобилизации. Родину нужно защищать. Наш главнокомандующий издал указ о мобилизации. Идут мероприятия по набору добровольцев. Поэтому и Илдархан, и народные депутаты не могут ничего говорить. Мы живем в одной стране, у нас один закон. Поэтому приходится защищать интересы страны. Талбан активно рекламирует войну и подает участие главы Якутии Айсена Николаева как проявление патриотизма. В его эфирах показывают турпоездки Николаева на Донбасс, агитационные ролики и сообщения о героизме мобилизованных. Ни сомнения, ни сопротивления в роликах Колесова, только избыточная приторная лояльность. В последнем своем видео Талбан показывает, как Николаев гостит у многодетной семьи военного. Между тем, сотни многодетных семей Якутии остались без отцов. На войну мобилизовали отцов с 6 и даже 9 детьми. Практически никто из них не вернулся домой. Не менее показательны случаи публичного унижения людей. Якутская модель Елена Егорова стала объектом травли в эфире. Ее фотографии в купальнике обсуждали как вопрос национальной морали. Так личная жизнь превращается в инструмент давления и дешевых рейтингов. Перед каждым эфиром Талбан удаляет комментарии под своими видео. И всем ясно зачем. Он боится народного гнева, неудобных вопросов, возможных угроз. Он демонстрирует поддержку большинства, но сам защищать Родину не собирается. Его священный долг – говорить за других, не рискуя собой. Но чем громче звучит эта ложь, тем сильнее становится потребность в правде. Истинная свобода не в повторении чужих слов, а в умении сомневаться, проверять и думать самостоятельно. Талбан показывает только одну сторону – удобную власти. Но у народа есть своя, живая, свободная и неподцензурная правда, которую уже невозможно заглушить.